К нам никаких санкций органы и структуры, которые следят за оказанием качественной медицинской помощи, не предъявляли. Законная предъява или досадное недоразумение? Как отличить беспредел от провокации? Так вымогают ли деньги в перинатальном центре? Им нужно зарегистрировать, заключить договор с госветслужбой, особенно вот на станции, зарегистрироваться и ввести свои фамилии, имя, отчество. Выдача сопроводительных документов на продукцию животного происхождения будет осуществляться исключительно в электронной форме. Законно, как положено, если надо было сделать здесь, должен быть забор, должен был ворота под замком, яма сама должна была быть закрыта. И выкидывать больше некуда, и дышать больше нечем. Как санкционировать сброс биологических отходов? Проблемы скотомогильников в выпуске. Намного меньше водителей перевозят детей без детских удерживающих ремней, непристегнутыми ремнями безопасности. Правила перевозки детей сегодня проверили сотрудники ГИБДД, провели очередной рейд в столице региона. По ровной дороге всегда приятнее ходить, если детям создадут все условия. Им и в школу ходить будет интереснее. Дорогу школьникам. Тротуары на пути в новый образовательный центр в Магасе будут. Их уже оборудуют. Добрый вечер. Это новости 24. В перинатальном центре вымогают деньги. Такая обвинительная аудиозапись появилась в интернете и быстро разлетелась в соцсетях. Жалобу разместил мужчина, но, правда, от третьего лица. Даже указан размер так называемой таксы. Наша съемочная группа выехала в новое медицинское учреждение и провела собственное расследование. Репортаж Мадины Пугоевой. Породы принимать дешхалчи лура ахшталдезёх. 5000 талдезёх. 5000 цулой. Эта аудиозапись облетела просторы интернета всего за пару часов. Новость о том, что уйгурские врачи вымогают с пациенток деньги, вызвала десяток негативных комментариев в их адрес. Автор сообщения, мужчина в резкой форме, осуждает медиков. Наша съемочная группа отправилась на поиски правды в Республиканский клинический перинатальный центр. Поначалу мы решили пообщаться с роженицами. Для чистоты эксперимента были приняты все меры, чтобы пациентки были уверены в том, что после интервью им не придется опасаться косых взглядов и недовольств. Некоторые героини сюжета предпочли остаться неизвестными. Я и не почувствовал себя. Что барк соционерыш, абсолютно ничего не почувствовал. Цахам дихада, цахам эндат. И просто единственное лейкопластир после операционной, а сейца хайер от другого аллергии досу. И то не надо было. Сумку потеряла, у него не было пеленок, ничего. Мою сумку потеряли, когда я в родзал спускалась, и мне предоставили полностью все. Эти памперсы и пеленки полностью их не были. Роженицы одна за другой отрицают факт вымогательства денег со стороны медперсонала. Чтобы убедиться в этом окончательно, мы решили побеседовать с пациенткой, которая приехала к нам из соседней республики. Привычный всем местный менталитет на девушка из Владикавказа явно не окажет никакого давления. Когда я недавно совершенно переехала в Владикавказ, там нет перинатального центра, и мне были показаны только оперативные роды. Мне сказали телефон заместителя главврача, я с ней встретилась. Она сказала, что, пожалуйста, можно, совершенно свободно. Поскольку у меня есть полис обязательного медицинского страхования, я могу это делать в любом роддоме, в каком мне захочется. Я всем довольна. Очень внимательные врачи, современная техника, внимательный, заботливый, я бы даже сказала, персонал. В аудиозаписи, которая распространилась в социальных сетях, мужчина жестко осуждает медиков и от третьего лица рассказывает о том, что в перинатальном центре не просто вымогают взятку, но и заставляют пациенток покупать медикаменты. Перинатальный центр иггер у Кавказе, у России, тёзму, бинтиш да тя жал пханицче, делах киршашт. Фкалнах лоша, дошалил дождо, манаха тесмуос, харм рускмуди оашца хачквар. В ответ на это руководство учреждения утверждает, что финансируется перинатальный центр в полном объеме фондами обязательного медицинского и социального страхования граждан, а потому нехватки лекарств или других экономических проблем нет и быть не может. К нам никаких санкций
органы и структуры, которые следят за оказанием качественной медицинской помощи, не предъявляли. То же самое фонд социального страхования, который выплачивает деньги по родовому сертификату только тогда, когда помощь оказана именно качественно. Со стороны фонда социального страхования за указанный промежуток времени тоже никаких штрафных санкций, экономических санкций к нам не предъявляли. 5000 рублей за принятие родов. Кто, с кого и когда требовал, неясно. Автор аудиозаписи, который столь яро отстаивает права беременных женщин, и вовсе решил остаться неизвестным. Ни конкретных фактов, ни доказательств, ни жалоб со стороны пациенток на данный момент тоже нет. И не пристало вообще мужчине говорить на эту тему, если он является таким болеющим душой за свою нацию, за в целом и здравоохранение человек, то он должен обратиться в соответствующие структуры. Если есть такого рода факта, можно написать заявление в прокуратуру, в другие соответствующие органы, которые могут в данном случае предпринять какие-то меры. У нас есть телефон горячей линии, у нас мой мобильный телефон практически каждый житель республики нашей знает. Если есть такие факты, мы незамедлительно примем меры. А пока медики негодуют, перинатальный центр только открыл свои двери, а попытки взяточничества, точнее ложные обвинения в адрес врачей уже сыпятся градом. Подтверждением тому и недавняя история, в которой муж роженицы осудил медперсонал за вымогательство денег. Руководство центра устроило очную ставку между потерпевшей стороной и медиками. Жена действительно у мужа вытребовала деньги, якобы за роды, да? А деньги почему-то остались в кармане у жены. Но они до доктора не дошли. Как-то не хочется вот становиться вот так и тоже вот выйти вот на эту грязь, которая на нас поливает. Хотя лично я очень сильно хочу найти вот этого человека, который вот это все замутил, и подать на этого человека в суд. И мы этот суд бы выиграли с треском, и еще бы мы с него взяли за моральный ущерб. Вне всякого сомнения, те, кто потребует деньги за оказанную медицинскую услугу, и те, кто их дадут, попадут под статью 290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Чтобы не быть наказанными за подобного рода действия, руководство перинатального центра настоятельно требует сообщать вышестоящие инстанции в случае вымогательства или дачи взятки. Меры в отношении виновных, уверяют они, будут приниматься жесткие. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. Вопросы сбора платежей и снижения задолженности всех категорий потребителей республики за январь-август текущего года обсудили сегодня на совещании в правительстве. Уровень оплаты за электроэнергию вырос на 2,8% в сравнении с прошлым годом. Улучшение показателей наблюдается за счет проведенных мероприятий для усиления платежной дисциплины и за счет тесного взаимодействия со средствами массовой информации. Ведется работа по увеличению телефонной базы абонентов физических лиц. Уровень сбора платежей за воду повысился на 43,8%. Для обеспечения качественного водоснабжения населенных пунктов ГУП-Водоканал провел пусконаладочные работы на очистных сооружениях, а также плановую замену насосных агрегатов, способствующих улучшению работы и снижению энергопотребления на объектах водоснабжения. Премьер отметил, что показатели улучшились, но уровень оплаты недостаточен. Он поручил максимально активизировать информационно-разъяснительную работу с потребителями услуг ЖКХ, особенно в СМИ. Управление Минюста России по Республике Ингушетия совместно с муфтиятом региона подписали мировое соглашение, которое будет представлено в Верховный суд на очередном заседании. С учетом того, что муфтият Республики Ингушетия, это у нас централизованная религиозная организация, согласилась с замечаниями, вынесенными Управлением Минюста России по Республике Ингушетия по результатам проведения проверки, и от муфтията централизованной религиозной организации поступило предложение о заключении мирового соглашения. Управлением Минюста подготовлено и подписано совместно с муфтиятом Республики Ингушетия мировое соглашение, которое будет представлено в Верховный суд Республики Ингушетия на очередном заседании 18 сентября текущего года. Результаты рассмотрения данного мирового соглашения будут оглашены в установленном порядке 18 числа текущего месяца. Уже третий день в Москве проходит международная специализированная выставка «Импортозамещение», которая демонстрирует развитие потенциала отечественных предприятий. Выставочная экспозиция призвана показать возможности и достижения отечественных производителей в области конкурентоспособного импортозамещения товаров и услуг. Это стало возможным в основном благодаря расширению и налаживанию собственного производства. Кроме того, свою роль сыграли новейшие технологии, перспективные разработки и инвестиционные проекты, характеризующие научно-технический и производственный потенциал России. Ингушетия демонстрирует товары брендов 20 наименований. Некоторые из них на выставке представлены впервые.
Новая продукция АТМ, алюминиевые радиаторы. Новая продукция светодиодный завод. Новая продукция, это же НЗММ, потому что он там несколько лет подряд он не работал, не функционировал. Сейчас то, что выставили, это новая продукция. То есть вся эта продукция, та же швейная фабрика, это все новая продукция. Комбинат детского питания, новая продукция. Бытовая химия, там новая продукция. То есть это все, что мы выставили, в принципе, это за прошедший год запущены. Нам было что показать. Ну, по крайней мере, уходя, Дмитрий Анатольевич сказал, ну, молодцы, молодцы. И так, то есть ему, я так понимаю, понравилось. Выдача сопроводительных документов на продукцию животного происхождения будет осуществляться исключительно в электронной форме. Это новшество вступает в силу с 1 января 2018 года. Сертификация будет происходить в автоматизированной системе «Меркурий». Как зарегистрироваться в электронной базе и какие изменения произойдут в сфере ветеринарии, узнаем у Заремы Ивлоевой. Мясокомбинаты, птицефабрики, производители морепродуктов, молочные заводы, КФХ и торговые сети. Всем этим звеньям до конца года необходимо перейти на новую систему «Меркурий». Если раньше по качествам мясной продукции судили по справкам от ветуправления на бумажном носителе, то теперь все переходит в электронный формат, в одну общую по России базу данных. Руководитель регионального ветуправления рассказывает ингушским производителям о плюсах новой системы. Если вы завтра куда-то за пределы республики, внутри республики будете отправлять свою продукцию, если вы будете в реестр, мы свободно можем им сказать, вот этот товарищ везет свою продукцию. Отслеживать, значит, на постах, везде вам никто ничего не скажет, потому что у вас документ, электронный сопроводительный документ. Цель проекта – формирование единой информационной среды для ветеринарии, повышение биологической и пищевой безопасности. Электронная сертификация означает контроль всей цепочки – от поля до тарелки. Ветеринарная сопроводительная документация оформляется на каждом этапе – производства, переработки, хранения, то есть любого перемещения, и вносится в систему. Бумажный документооборот, к которому все привыкли, прекращается. На первоначальном этапе мы им предлагаем свою помощь. Вот им нужно зарегистрировать, заключить договор с Госветслужбой, особенно вот на станции, зарегистрироваться и ввести свои фамилии, имя, отчество, ИНН, адреса. Мы их зарегистрируем, и на первоначальном этапе мы им поможем. Сами фермеры считают, что розничная торговля к нововведению не готова. Возможно, в будущем электронная ветеринарная сертификация и даст экономию затрат, но на первоначальном этапе она требует немалых расходов. Я к этому отношусь очень с опаской. Мне это не нравится. Если я еду на ярмарку магаз, мне надо обязательно пойти туда, зарегистрироваться, чтобы они меня включили в эту программу, а потом только будут пропускать. Руководитель Минсельхоза Ингушетии Мухаммад Гагиев волнение фермеров понимает. Он считает, что к любым новшествам люди всегда относятся скептически. Но перейти на Меркурий так или иначе придется всем. Я на федеральных собраниях везде бываю, я это примерно чувствую, что с первого конца декабря, конце года сейчас выйдет распоряжение, закон какой-то, что я не могу без сертификации выделять субсидии, гранты, ну все направления, всю помощь, которую мы можем. Люди блокироваться будут. Предприятия. С введением Меркурия возникает необходимость пересмотра и партнерских отношений. Теперь при выборе контрагентов надо будет также смотреть, зарегистрирован ли он в системе электронной ветеринарной сертификации. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. С начала сентября летние каникулы закончились не только у школьников, но и депутатов Госдумы. В первый рабочий день после каникул депутаты провели пленарное заседание, на котором обсудили основные направления работы в новом парламентском сезоне. В планах рассмотреть законопроекты о жестоком обращении с животными, внести поправки в закон, предусматривающие более жесткие меры по отношению к нарушителям ПДД, в частности тех, кто не пропустил скорую помощь, а также касательно запрета продажи алкоголя в жилых домах. Рассмотрели депутаты и принятие бюджета на будущий год, который Коммунистическая партия уже назвала центральным политическим сражением осенней сессии. К декабрю депутаты Госдумы планируют принять 50 законодательных актов.
По данным контролирующих органов страны, большая часть опасных захоронений животных, то есть скотомогильников, не соответствует нормам. Отсюда проблема. Антисанитария, невыносимый запах и, как следствие, источник заразы. Опасны такие места еще и тем, что являются приманкой для бродячих животных. Именно они разносят бешенство, бруцеллез и далее по списку. Такой сброс биологических отходов наблюдается и в Сунже. Но вот, правда, антисанитария – это вынужденная. Почему, расскажет Ферида Мержуева. Этот, на первый взгляд, далеко не приметный скотомогильник на юго-западной окраине Сунжи в эти дни стал знаменит практически во всей республике. Нелицеприятные фотографии с места сброса биологических отходов появились в соцсетях, что привлекло внимание общественности, экологов и сотрудников Россельхознадзора. Жители все подряд сбрасывают из-за своего незнания, скорее всего. Вот администрация выкопала небольшую ямку рядом, чтобы туда сбрасывали. Нет, наши жители выбрасывают не в яму, а рядом выбрасывают все. По словам местных жителей, такая картина здесь наблюдается последние 2 года. Яма переполнилась, а следить за ней никто не желает. Дом Ахмеда Шадеева находится в километре от сброса отходов, но запах гнили ветер разносит и намного дальше. Ситуация усугубилась после праздника Горб. Примерно у нас уже заводы она да в Шикаде он играл порядок его. Коя, я думаю, обязательно хавахш такой. ومتشع ولا حيدي خليشتي بتنخلوه قودا فهي تنسخلها هي حوش تسخلها الله قخيت ببات صخان قخيت بيت صخان قخيت مخبات صخان هذا غربة دي كورت وجه شرجو تاكوس شو لا تاكل خليجه زكونا بوسب الله على خش خرصة مديد. Казалось бы, о чем говорить с людьми, которых не останавливают даже нормы религии. Вот только обвинить одних тоже неправильно. При наличии необходимых условий свалка не образовалась бы, уверены эксперты. Строительство биотермической ямы пришлось забросить на полпути из-за нехватки средств. Однако, несмотря на это, еще в 2014 году скотомогильник здесь все-таки появился, но никаким нормам он не соответствует. Если это законно, как положено, если надо было сделать здесь, должен быть забор, должен был ворота под замком, яма сама должна была быть закрыта на замок. И должен был человек, который все это контролирует, который открывает, который закрывает, который заведует этим делом. На данный момент никого нет. Как решить вопрос с незаконным выбросом биологических отходов и как вернуть живописной окраине Сунжи прежний вид? Сотрудники Россельхознадзора пожимают плечами. На чьем балансе стоит скотомогильник, неизвестно, а значит и наказывать некого. Надо сейчас разбираться. На балансе кто не принял, не принял. До сих пор мы ответственно не нашли. Если на балансе ни у кого не стоит, мы не можем ни у кого требовать. Строители не доделали, администрация на баланс не взяла. Ветслужба тоже на баланс отказалась взять. То есть получается, что ситуация на сегодняшний день нерешаема, да? На сегодняшний день отсутствуют условия для утилизации и уничтожения биологических отходов. Но виновного обязательно найдут и накажут. Сотрудники управления Россельхознадзора проведут свое расследование. А пока Ахмеду Шадееву и его соседям остается только ждать и терпеть неприятный запах свалки. Ферида Мержуева, Тимур Карахоев, Новости 24. Региональное отделение Общероссийского народного фронта провели акцию в Магасе. Активисты раздавали прохожим на улице буклеты с информацией о проектах. Среди них карта убитых дорог, народная оценка качества и интерактивная карта свалок. К примеру, ликвидировать все несанкционированные свалки в регионе возможно благодаря активности жителей. Информацию об этом также можно найти на официальном сайте. Люди, увидев свалку в неположенном месте, то должны сфоткать все это и выложить на сайт картасвалок.ру. Мы им вручаем и объясняем все, как они с интересом слушают и говорят, на какой сад. Мы им объясняем. Но тут же еще есть сзади календарь на 2 года. Это тоже мы им говорим. Кроме того, есть возможность оценить услуги медицинских и образовательных учреждений республики, подать заявку на ремонт дороги. Это основные направления, по которым сейчас работает ОНФ. Мы сами включаемся активно в эти проекты. Мы на днях вот тоже проводили акцию, убирали мусор, подключаемся, инспектируем дороги, проверяем наличие неровностей и ям. Также реагируем на жалобы и обращения граждан и, соответственно, уже на уровне муниципалитетов и различных администраций, глав и районов проводим встречи и доводим до именно мэрии и муниципалитетов. Если вы активны и хотите, чтобы ваша улица выглядела хорошо, достойно, то нужно быть просто зайти на сайт по тем рекламным листовкам, которые мы сегодня распространяем. Там указаны ссылки, как заходить, вопросов нет, фото и видеоматериал
фиксируется, отправляется на сайт и идет отметка. А как возвести город или населенный пункт в статус экологически чистого? Причем сделать это не номинально, а по факту при полном взаимодействии с Комитетом экологии. В этом вопросе отличилась Назрань. В городской администрации обсудили ряд вопросов, в том числе закрытие свалок в городе. Подробности у Амины Боковой. Назрань – самый экологичный город республики. Лидирующей позицией в нашем регионе вторая столица обеспечила себе благодаря санитарно-экологическому состоянию территории, просветительской работе с жителями, организации экологических мероприятий. Об этом свидетельствует экорейтинг, проведенный региональным комитетом экологии. Результаты были опубликованы на официальном сайте ведомства. Безусловно, учитывался интернет-опрос. С этим результатом мэр города Назрани поздравил глав муниципальных округов. Сразу после торжественного награждения почетными грамотами здесь обсудили и вопросы дальнейшего экологического развития Назрани, в том числе недоработки со стороны округов по санитарному состоянию, административным комиссиям и вынесению штрафов. Согласно докладам, больше всего работы в этом направлении было проведено Центральным административным округом. Другие округа не работают совсем. Есть некоторые. Масаркорт, хотя у нас там новый глава администрации, его сейчас упрекать за прошлые ошибки нельзя, но Чемурзиев там остается работать, который является ответственным лицом за составление протоколов. Вот глава сейчас сказал о том, что административная комиссия должна работать. Административная комиссия ни одного протокола не оставила не только без внимания, а без принятия мер. Но составлять протокола – это фактически административная комиссия, это муниципальный суд. Ребята работают, но на сегодняшний день слабо. Я думаю, что они подтянутся, сделают свою работу на хорошем оценке. Среди обсуждаемых тем – работы по укреплению русла реки Назранка. Реконструкция береговой линии проводится в рамках федеральной целевой программы развития водохозяйственного комплекса России. Есть и другие проблемные вопросы. Некоторые граждане нашего города делают отводы от домашнего нечистот, вводят на улицу. Вот сегодня было дано поручение довести эту работу до логического конца. То есть эти отводы не должны быть по нашей территории. Мы их будем отрезать, убирать, ликвидировать совместно с общественностью. Плотное взаимодействие и сотрудничество местной администрации с Комитетом экологии и природных ресурсов стало очевидно выигрышным для жителей города. Поэтому здесь же обсудили и наметили подробный план дальнейших совместных действий, вплоть до 2020 года. Планируем предусмотреть за счет федеральных средств в рамках, опять же, федеральной программы, это ликвидация старой городской свалки. Такую работу тоже намерены проделать. Это основные у нас проблемные вопросы. Есть поручение главы до 20 сентября всю оставшуюся работу провести. Осталось всего несколько навалов на территории всего города, и они в ближайшие дни будут ликвидированы. У нас остается одна проблемная свалка, это которая, наверное, на протяжении десятилетия функционировала. Это большой объем накопленного экологического ущерба. Это мы решим уже через федеральную программу. В будущем Комитет экологии планирует проводить подобные совещания в каждом районе республики. И, возможно, уже в следующем году остальные города и населенные пункты региона составят Назрани достойную конкуренцию. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. Сенная лихорадка будоражит сейчас всех аллергиков. Речь идет об амброзии. Во время цветения она выделяет очень много пыльцы, которая раздражает слизистую оболочку и затрудняет дыхание. Само по себе это растение никуда не денется. От него надо избавляться и как можно скорее. Особенно, если это касается территорий вблизи школ, детских садов и организаций. Инспекторы Россельхознадзора провели плановый рейд. Об этом подробно Юсуп Гелисханов. Первым делом внимание инспекторов Россельхознадзора привлекает детский сад «Радуга», который располагается по улице Катиева во втором микрорайоне Малгобека. Густая амброзия, заросшая рядом с детской площадкой вдоль забора, видна издалека. На вопрос инспектора, почему вовремя не скашивается вредоносное растение, руководство детсада ссылается на якобы незавершенные строительные работы на территории. Как только они это завершат, они идут туда уже. Все это делают. А четверг мы двигаем там? Да. Хватаска, понедельник, четверг, 4 дня это легко хватит, чтобы все это убрать. Хватит. Если в понедельник мы приедем... Я думаю, что будет все нормально. Ну смотрите, в понедельник мы в прокуратуру будем. Я знаю, что я сама за это переживаю.
Одного переживания мало, вред от опасного аллергена в воздухе разносится постоянно. А там, где учатся дети, таких сорняков в принципе не должно быть. От безответственности старших страдают самые маленькие. Опасный аллерген постепенно с полей начал проникать и в частный сектор. Амброзия, хоть и называется растением, способна достигать 3 метров в высоту. И потому представляет опасность как для сельского хозяйства, так и для людей. Фатима Мамилова проживает в этом микрорайоне 4 года. Женщина страдает от аллергии, это видно по ее рукам. Рассказывает, насколько ее жизнь меняется во время цветения амброзии и что не может выходить на улицу. Вот только на включенную камеру женщина почему-то заговорила совсем иначе. Наверное, женщина просто не хочет брать на себя ответственность и опасается непонятно чего. Но так или иначе, проблема весьма серьезная, в решении которой хотя бы словом должны принимать активное участие сами же жители. С виду безобидное растение очень опасно для здоровья. Ее пыльца вызывает заболевание амброзийным полинозом. Еще один нюанс – влияние ее через животных. Если в пищу дойных коров и коз попадает цветущая амброзия, молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус. Употреблять в пищу такой продукт категорически запрещено. Большой куст выбрасывает 150 тысяч семян. Вот она. А представь, миллиард. Утро пыльца, да, то есть по всему ярике, халидза, да, Вредоносное воздействие на организм оказывает цветочная пыльца, выделяемая амброзией в огромных количествах. Аллергологи считают ее одним из самых агрессивных аллергенов. Причем период цветения продолжительный, с июня по сентябрь. Именно в этот период и проводятся такие рейдовые мероприятия по всей республике. Эта территория относится к администрации города Малгобек. Вот эту территорию должны чистить администрация. Я не знаю, у них может есть договор с ЖКХ, которые будут убирать. Вот, наверное, если у них есть договор с ЖКХ, чтобы убирали вот эту территорию, то за эту территорию отвечает ЖКХ. Есть многочисленные нарушения, потому что вот все эти нарушения будут задокументированы и направлены в администрацию города Малгобек, чтобы они провели мероприятия по локализации, ликвидации этих очагов. Никто не застрахован от аллергии, и даже совершенно здоровый человек может превратиться в аллергика, если в течение нескольких недель будет вынужден дышать воздухом, в котором содержится пыльца амброзии, а заработанная таким образом аллергия практически неизлечима. Чтобы не дать растению возможность плодоносить, наиболее эффективное решение – многоразовое скашивание несколько раз в сезон. Юсуп Гелисханов, Адам Далаков, Новости 24. Ингушскому региональному отделению партии «Единая Россия» сегодня исполнилось 15 лет. В рамках празднования юбилея партийцы провели президиум регионального политсовета, где обсудили важные задачи на 4-й квартал текущего года. Партия довольно молодая, но если говорить о динамичности развития и успехах в деятельности отделения, достижения весомые. В политической системе страны, ну что греха таить, был хаос. Были сотни партий. Была такая путаница, что все-таки нужно было определяться. Вот конкретно, четко выстроить политическую систему. «Единая Россия» стала во главе этого процесса. Со дня образования региональное отделение достигло больших успехов не только в области политики, но и образования, здравоохранения и экологии. На сегодняшний день отделение партии насчитывает более 9 тысяч сторонников по республике. На их счету порядка 20 федеральных и 4 региональных партийных проекта, которые сейчас успешно реализуются. Мы, как ведущая политическая сила, чувствуем ответственность за состояние дел перед населением республики, так как все органы власти, начиная с муниципальных органов власти и до государственных органов власти, формируются при непосредственном участии партии «Единая Россия». Сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд в Магасе. Внимание инспекторов привлек участок дороги рядом с новым образовательным центром. Чаще всего родители сами привозят школьников на учебу. Инспекторы заметили, что чуть ли не каждый второй водитель игнорирует установленные правила перевозки детей, а именно обязательное наличие удерживающего кресла и ремень безопасности для детей от 7 до 11 лет. В связи с этим было решено проводить рейды регулярно, пока ситуация не изменится к лучшему. Такие рейдовые мероприятия мы проводим с 1 сентября. Эти мероприятия дают свои плоды. Мы можем уже посмотреть, у нас намного меньше водителей перевозят детей.
без детских удерживающих ремней, не пристегнутыми ремнями безопасности. Законом установлены соответствующие правила перевозки детей. Их необходимо соблюдать всеми без исключения, именно потому что для этого они и придуманы, чтобы обеспечить безопасность детей, исходя из статистики дорожно-транспортных происшествий по стране, чтобы уберечь жизнь и здоровье наших детей. Дорога в школу станет безопаснее. В 11-м микрорайоне в Магасе благоустраивают подходы к самому крупному в Ингушетии образовательному учреждению. Обоснованные претензии и пожелания на эту тему поступали и в эфир программы «Диалог с народом». Школа, напомню, рассчитана на 1500 человек. Для самого процесса обучения все продумано до мелочей. Но были препятствия по пути к знаниям. Лейла Гайсанова с подробностями. На любительской съемке видно, как учащиеся центра образования сами себе прокладывают дорогу к школе. Пока, конечно, везет, погода солнечная. Но впереди дождливая осень, а потом и зима. Грязь, слякоть. Грязная обувь и запачканная одежда школьникам гарантированы. Ежедневно по этой дороге в свою альма-матер ходят сотни ребят. Если девочки стараются больше беречь свою одежду, то мальчики, как правило, меньше обращают внимание на такие детали. Вывод напрашивается сам собой. Нужен тротуар. Я житель 10-го микрорайона. Каждый день хожу в школу по этой дороге. И иногда, когда дождь, очень трудно бывает сюда идти, потому что все вещи пачкаются и всегда надо их чистить. Общеобразовательное заведение невиданных в регионе масштабов. Здесь все условия не только для обучения, но и занятий спортом. Вот только дорога к ней пока не самая доступная. Так как нет элементарных условий, детям приходится искать обходные пути к знаниям или же идти по проезжей части. Поэтому родителям каждый день приходится их сопровождать. Конечно, хотелось бы, чтобы больше было условий для детей и приезжать в школу, и чтобы родители не переживали, чтобы родители были спокойны, чтобы дети могли приехать домой. Центр образования построен в рамках федеральной целевой программы. Параллельно специалисты занимались и благоустройством двора. Рабочие проложили тротуарную плитку и установили забор. А вот прокладка тротуара к школе в их смету не входила. Эта задача легла на администрацию города. И вот сейчас за ее решение взялись рабочие. Определенные уже работы закончились, но вот под данной улицей идет незавершенное строительство. Оно как бы в работе, скажем так. Ну, я думаю, что в скором времени мы получим уже благоустроенный вид данного образовательного учреждения. Часть тротуара уже проложили по 2 улицам, которые ведут к школе. Очень скоро ребятам не нужно будет беспокоиться о своем внешнем виде и пробираться через терник к знаниям, в их случае в центр образования. По ровной дороге всегда приятнее ходить, если детям создадут все условия. Им и в школу ходить будет интереснее. Школа построена в 11-м микрорайоне и рассчитана на 1500 учащихся. Это один из самых крупных подобного рода объектов на территории СКФО. И такую красоту грех обделять элементарными условиями. Лейла Гайсанова, Дана Плиева, Магомед Урусханов. Новости 24. Продолжается реконструкция автодороги Назрань, Малгобек, Нижний Курб, Терек. На данный момент работы идут вблизи Катышевского перекрестка. Ну а всего предстоит проложить 2 километра асфальта. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Совсем скоро эта транспортная артерия, соединяющая Малгобекские и Назрановские районы, будет приведена в полный порядок. Для решения этой задачи и расширения дороги здесь собралось несколько десятков людей и более десятка единиц техники. Аслан Хамадханов знает каждую составляющую, из которой складывается качественное дорожное покрытие. Вот уже не первый десяток лет он занимается ремонтом дорог, состояние которых в Ингушетии, по его словам, вполне удовлетворительное. А их задача, чтобы ситуация из года в год менялась только к лучшему. Несмотря на не по-осеннему жаркую погоду, работа здесь продвигается быстрыми темпами, и рабочие намереваются завершить все укладочные работы в срок. Вот и мы ждем, что более десятка единиц техники задействовано на участке дороги Назрань, Малгобек, Нижний Курб, Терек. Всего планируется отремонтировать порядка 2 километров дорожного полотна на этом этапе. Но стоит понимать, что этим ограничиваться Ингушавтодор не собирается. Пока одни машины подвозят свежий асфальт, который поставляют из Сунжи, другие занимаются его укладкой еще до того, как он, что называется, остынет. Здесь действительно собраны самые хорошие специалисты. Это раз. Во-вторых, работа, обеспеченность у них 100%. Погода, я думаю, вы сами видите, позволяет работать. Участок дороги сам по себе 13 километров, но вся дорога разбита поэтапно на несколько лет. В предыдущие годы были одни объемы, вот в этом году сумма составляет примерно 39 миллионов.
где ведутся работы на 2 километрах. Не все автолюбители, видя перекрытую наполовину дорогу, относятся с пониманием к ситуации. Не вникая в суть, многие даже могут высказать претензии, забывая о том, что в итоге расширенная и отреконструированная дорога для них же в первую очередь. В числе тех, кто каждый день наматывает по несколько десятков километров по этому участку дороги, и Умалат Гадиев. Каждый раз, увидев рабочую бригаду, водитель останавливается поблагодарить их за труд. Для меня любая прокладка автотрассы с твердым покрытием, да и вообще любое строительство дороги, это для меня это, на мой взгляд, имеет первостепенное значение. Комфортно проезжать по этой хорошей, благоустроенной транспортной артерии. Второе – это прежде всего экономическое развитие. Любые передовые прогрессивные государства мира прежде всего делают дороги и с твердым покрытием. Все подготовительные работы на участке уже завершены. Укладка дорожного полотна идет полным ходом. К ремонту приступили всего пару месяцев назад, а после завершения по гладкому асфальту будет приятно проехаться не только на иномарке, но и на грузовом автомобиле. Тимур Хамхоев, Михаил Тангиев, Гапур Черкиев, Новости 24. «Ангушт» в полном составе готовится к предстоящему матчу против ФК «Краснодар-2». Напомним, матч 9-го тура ПФЛ зоны Юг пройдет 16 сентября на домашнем стадионе «Ангушта» имени Рашида Аушева. В преддверии матча на тренировку вышли все игроки. Особое внимание уделено отработке стандартных положений и выходам из обороны в атаку. Помимо этого акцент делают как на владение мячом, так и на контратаке. Начало матча в 16:00. Команда ждет активной поддержки от болельщиков. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.